Мир с каждым годом становится теснее и взаимозависимее. Это не просто метафора глобализации. Тем более, если вспомнить дождливые бури с песком Сахары, которые иногда обрушиваются на Абхазию, когда поутру Сухум становится слегка желтым. И понимаешь, что далекая Африка не так уж и далека. Я уже не говорю про Сирию, война в которой привела на родину потомков махаджиров, закольцевав исторический цикл Кавказской войны. 31 июля известие о кончине Фазиля Искандера мировые СМИ донесли миру в считанные минуты, вновь сделав Абхазию упоминаемой не меньше, чем США, Россию или Турцию. Хотя и печальный информационный повод для нас, но очень знаковый. Абхазия чаще всего в своей истории была окраиной какой-нибудь империи, и еще в средние века царства. В Советской империи наш статус от союзной республики неуклонно снижался, дойдя до автономии 17% коренного населения. Именно тогда возникла Абхазия Искандера. Дядя Сандро, повстречав Сталина на Нижнечегемской дороге, гением Искандера изменил не только мировую историю, но и судьбу Абхазии. Она стала полноправным литературным уделом. Эту страну мировая литература признала сразу, безоговорочно, без блокад и санкций. В 60-70-е годы мало кто у нас мог предположить, что развалится СССР, и мы окажемся перед дилеммой – сгинуть с лица земли или, победив в войне, стать государством. А Абхазия Искандера уже тогда существовала островком гармонии, со своими нравственными законами и патриархальным укладом. Эта страна выглядела утопией, этакой уходящей натурой. А характер независимой и самодостаточной Абхазии в полной мере проявился в 92-93 годах. В войну могла исчезнуть не только Абхазия абхазов, но и Абхазия Искандеровская. А это была бы вдвойне невосполнимая потеря для мира. Искандер сочинял на русском языке, думая по-абхазски. Это тоже отражает положение вещей сегодня и в политике, и в культурной принадлежности. Фазиль Искандер своей жизнью и творчеством, а сейчас, к сожалению, своим уходом, доказал, что можно принадлежать разным культурам, разным народам, одновременно обогащая и приумножая их. Оказалось, что можно родиться абхазом, писать на русском и быть понятым и любимым у всего цивилизованного мира. Он оставил нам Абхазию, которая будет существовать до конца времен, пока существует литературная карта мира. А нам осталась Абхазия реальная, которую тоже надо сохранить на карте мира и для своих потомков. Сейчас все говорят о кризисе мультикультурализма и пагубности глобализации. Но есть пример Искандера, чьи ценности универсальны и глубоко национальны одновременно. Его рецепты иногда кажутся наивными и бесконечно мудрыми. В одном из интервью Фазиль Абдулович сказал: «Зло неистребимо. Разве только в религиозном смысле на страшном суде. Но в нормальной человеческой жизни с ним надо бороться. Оттеснение зла – это безусловная задача всех эпох и всех времен. И наше счастье быть звеном бесконечной цепи борьбы со злом». Конец цитаты. Искандер был, наверное, в числе лучших звеньев этой цепи в 20 и отчасти в 21 веке.